Президенту Мураду Магомедовичу Зязикову были обращены вопросы журналистов, касающиеся приоритетных направлений его программы и непосредственно первых конкретных шагов в качестве президента республики. Первоочередные шаги я и во время предвыборной кампании говорил, а и сейчас говорю. Это у меня, это приоритеты. Это создание рабочих мест. У нас уже сегодня в послании я об этом говорил, безработица, решение проблем, других социальных, создание условий для тех людей, которые сегодня работают в сфере образования, здравоохранения, культуры. Сегодня и немаловажным, и самым главным вопросом он был, и пока и остается, вот Виктор Германович сейчас на этом сакцентировал внимание, это вопрос беженцев из Чеченской Республики, вопрос беженцев, возвращения беженцев, граждан Северной Осетии, ингушской национальности, в места их прежнего проживания. Вот то самое главное, на чем я хочу сконцентрировать внимание. Наряду с другими вопросами, безусловно, у нас задачи большие стоят. Почему? Потому что сегодня в послании об этом было сказано. Естественно, все это будет делаться только совместно, с субъектами федерации. То есть республика одна сама как-то будет принимать какое-то решение, другая, где непосредственно эти две проблемы, такого не будет. Все будет в тесном контакте двух руководителей субъекта федерации под эгидой Южного федерального округа, его руководства и федерального центра. Вот такие первые задачи, которые сегодня есть. Естественно, сформировать правительство. Почему? Потому что по положению правительство уходит полностью в отставку, и будем формировать правительство по новой. Журналисты из Чеченской Республики подчеркнули, что чеченский народ поддержал выбор Ингушетии в лице Мурада Магомедовича Зязикова. Мне очень приятно сегодня то, что чеченское телевидение здесь. Почему? Потому что действительно, я и сам вырос в Грозном. Для меня, как и для многих тех, кто там вырос, это был самый родной город, потому что это очень красивый город. И сегодня уже я об этом как-то говорил, обращаясь к Ахмеду Хаджи, и вот Виктор Германович сегодня, когда мы отмечали. Сегодня позитив есть. Сегодня федеральный центр очень многое делает. Но все это надо нам вместе еще раз объединить усилия субъектов федерации, особенно братской Ингушетии, с тем, чтобы сегодня быстрее решить вопрос воссоздания рабочих мест, восстановления республики, разрушенной, обеспечения безопасности. С позиции Ингушетии сегодня я готов оказывать всяческую помощь. Почему? Потому что это братский народ, я как-то не разделяю. Я считаю, что это братский народ, и беда пришла, а беда она приходит, ее надо делить общими усилиями. Сегодня я действительно рад, что есть чеченское телевидение, и что сегодня есть корреспонденты такие хорошие, и что сегодня мы сможем принародно обсуждать наши проблемы, и большие надежды, что в Чеченской Республике воцарится мир. Почему? Потому что сегодня я очень хочу призывать, сегодня Виктор тоже сказал об этом, средства массовой информации, не надо создавать образ чеченцев, что они только воевать умеют, что они там, дескать, только привыкли находиться в экстремальной ситуации. Нет, это очень мирный, добрый, самобытный народ, который соскучился по работе, который соскучился по мирной жизни. Поэтому сегодня и средства массовой информации надо показывать, какие там прекрасные башни, какие там добрые традиции, какие там хорошие законы. Есть же и это все. И вот только вместе сообща, и во многом пресса должна здесь принести свое. Почему мы не показываем лучшее? Мы должны показывать лучшее. И нельзя нам создавать образ наших граждан любой национальности, чеченской, ингушской, русской, любой. Надо создавать этот образ, что это наша единая Россия, что у нас единая Родина, и что мы патриоты этой Родины. Спасибо, уважаемые коллеги. Пресс-конференция завершена.